Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА поздравляет Рауля Хаджимба с переизбранием на пост президента Абхазии. Решение ЦИК, а теперь уже и Верховного суда Абхазии говорят о том, что народ республики оказал вам высокое доверие, избрав второй раз на должность главы государства. Это большая ответственность и очень трудная, сложная работа. Мы верим, что вы справитесь, говорится в частности в поздравительном тексте. В поздравлении также подчеркивается, что ветераны общественной организации АРУА готовы оказать Раулю Хаджимба всяческую поддержку в деле строительства независимого государства. Совсем недавно известному общественному и политическому деятелю Абхазии, поэту, кавалеру ордена Ахтепша второй степени Геннадию Аламия исполнилось 70 лет. В честь юбилея Геннадия Аламия принял президент, а затем в Доме-музее Дмитрия Гулия состоялся творческий вечер поэта. Амелия Бисмарк расскажет подробности. Принимая юбиляра, Рауль Хаджимба отметил роль и активное участие Геннадия Аламия в деле строительства государства. Памчик, обзеру, зигрила маншалара. Хочко, чарис из хао. Брс, что мы кена саз Петрак. Брс, ви Владислав души хозяйший вас и тенчеро насып хупла шад гил бжихага ана. Хтуланейна хайжларнейна брешоом бабан. Дарирам бадзет. خضرب برجيتوس بجنوبش بسز штахаз сри избергет вкиз бадзум бисах зараз бискиз бадзум. Дом-музей Дмитрия Гулия – мастерская основателя абхазской литературы, место, где царит удивительная атмосфера творчества. В этих стенах вновь собрались литераторы, писатели и ученые, чтобы поздравить с юбилеем своего коллегу и друга Геннадия Аламия, который, кроме того, именно здесь начинал свою трудовую деятельность. Москва, цара далган нас шуксыква раменская чаузский Иван убырт кодрылгана и псат гилахтеныханха рабхеца ирчара джат усура дахалагас абре музея чоп. Войти в этот зал снова спустя многие годы уже не в качестве молодого сотрудника мемориального музея, а выдающегося деятеля абхазской литературы. Вся жизнь Геннадия Аламия была посвящена служению своему народу. Когда позволяло время, он делал это посредством творчества, а когда того требовала ситуация, проявлял себя как мудрый политический и общественный деятель. О заслугах Геннадия Шаликоевича можно говорить долго, отмечает поэт Владимир Зантария. Он автор нескольких сборников стихов, в которых доминирует такой момент, как лирическое самовыражение. Сегодня литературоведы и теоретики литературы характеризуют эту культуру поэтического мышления как рефлексию, самопостижение поэта. Подобно циклическим событиям в мировой истории, литературный деятель такого масштаба должен был появиться на арене абхазской поэзии. Геннадий Аламия смог отобразить свое глубокое мировоззрение в форме философского стиха. При этом, став сложным, он не утратил простоты. Создал свою интересную модель. И она прижилась, она не искусственна. При внешне кажущейся сложности стиля и манеры письма Геннадия Аламия его стихи хорошо запоминаются. И эта поэзия, эта лирика очень востребована нашей читательской аудиторией. Геннадий Аламия – яркий представитель современной абхазской литературы. Его читали и учились понимать, открывая новые грани в себе. Мы последователи Геннадия Аламия, могу это сказать с полной уверенностью, он нам открыл новый мост в такую необычную для нас интеллектуальную абхазскую поэзию, где мы почувствовали вкус белого стиха, верлибра, мы почувствовали вкус
абхазской поэзии, которая как бы творится за гранью, потому что Гена Аламия – это очень глубокий, самобытный философ. Говорят, поэзия как музыка, а стало быть поэт, композитор. Произведения, подобранные по вкусу юбиляра, звучали на творческом вечере в Доме-музее Гулия. После выступления мастеров музыкального жанра звучание мелодии продолжил мастер слова. Геннадия Аламия обычно называют своим поэтом, потому что его произведения находят отклик в сердце каждого читателя. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На основании распоряжения премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба утвержден план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы и независимости Республики Абхазия. 27 сентября, в день освобождения города Сухум, торжественные праздничные мероприятия начнутся в 10 часов с церемонии возложения цветов к мемориалу славы. В 11:30 состоится открытие мемориальных досок добровольцам Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском мосту. В 16 часов праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии. 30 сентября праздничные мероприятия начнутся в 10 часов с церемонии возложения цветов к мемориалу первому президенту Республики Абхазия Владиславу Арзанба. В 11 часов состоится церемония возложения цветов к мемориалу славы. В 12 часов торжественное прохождение войск там же, у мемориала славы в Сухуме. В 12 часов 30 минут начнется акция «Бессмертный полк» у Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. В 14 часов в Государственном музее боевой славы имени Арзанба откроется фотовыставка «Эхо войны». А в 14:30 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии откроется выставка юго-осетинских художников, приуроченная к 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В 6 часов вечера в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба начнется торжественное мероприятие и праздничный концерт. Завершится празднование Дня Победы и независимости Абхазии в 20 часов красочным салютом. При поддержке Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса Алашара в школе кройки и шитья при Сухумском доме мод были организованы курсы по пошиву абхазской мужской национальной одежды. В течение 4 месяцев мастерицами было сшито 5 костюмов. Репортаж Гугуцы Вардания. Реализация абхазской национальной одежды, увеличение мастеров, обладающих необходимыми навыками и знаниями особенностей пошива национальной одежды, сохранение традиций – все это основные цели данного проекта. Молодежь начинает подзабывать, некоторая молодежь, не буду всех, так скажем, но нам нужно эти традиции поддерживать, и это очень важное качество будет в молодежи, когда они чтят свои традиции, свою историю, свою культуру, несут уже будущему своему поколению. На участие в проекте по пошиву национальной одежды сразу же откликнулись 5 учениц Сухумской школы кройки и шитья «Модатекс». Молодые портнихи давно хотели научиться этому ремеслу. На протяжении 3 месяцев мастерицы обучались конструированию и технологии пошива мужской национальной одежды, а также прошли курс технического рисунка. Они отделки научились делать всевозможные, то есть как делать кисточки для башлыка, как отделывается башлык и какие швы при этом употребляются, какие пуговицы и так далее. Те характерные черты национальной одежды, которые отображают нашу культуру. По словам учениц школы, сшить национальную одежду непросто, однако желание научиться такому интересному ремеслу помогло преодолеть все сложности. Сложности черкеску. Очень сложно было шить, эти козырьки пришивать, вот эти кантики обрабатывать.
А так все почти ручная работа, пуговицы на капу. Кроме практических занятий, участницы проекта прослушали и курс по материаловедению, благодаря чему смогли изучить материалы, из которых традиционно шили национальные костюмы. Ткани у нас бывают разные, то есть они нас постоянно окружают в любой форме, то есть это могут быть какие-то мягкие формы или жесткие формы. В данном случае мы изучали абхазский национальный костюм и отталкивались от мысли, что нужно воссоздать как можно более достоверный костюм. И, соответственно, старались подобрать такие ткани, которые соответствовали бы тому времени, когда носились эти костюмы. Первые 5 костюмов, сшитых в рамках проекта, были подарены представителям Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса «Алашара». Организаторы планируют открыть в следующем году аналогичные курсы по шитью женской национальной одежды. Главная суть следующего этапа проекта, что мастерицы будут обучены ручной работе, фасонному плетению, плетению ручного галуна. Это особенная техника, которой обладают немногие на сегодняшний день в нашей стране. Именно поэтому в фокусе внимания проекта будет обучение этих девочек, которые прошли сегодня первый этап, вот этому особенному, можно сказать, древнему мастерству. Национальный костюм – это не просто сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров. Это часть истории, культуры и традиций народа. Организаторы проекта по пошиву национальной одежды надеются, что их инициатива получит широкую поддержку, и абхазский национальный костюм станет обязательной частью гардероба мужчин и женщин Абхазии. В преддверии Дня Победы Сухумский офис Всемирного абхазо-абазинского конгресса запустил флешмоб по пошиву национального костюма. Мы считаем, что национальный костюм и ношение национального костюма нужно возрождать. Мы считаем, что он должен стать модным, красивым. Это норма поведения, это вообще этикет поведения абхаза. И поэтому, пользуясь случаем, я свою часть флешмоба выполнил и с удовольствием передаю абхазскому государственному телевидению. Кугуса Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Государственном концертном зале Пицунского храма состоялся 6-й ежегодный благотворительный концерт «Выставка» в поддержку подопечных культурно-благотворительного фонда «Ашана». На этот раз все собранные средства будут направлены на лечение 5-летней Олеси Кварчели. Подробности в репортаже Сарии Кварцхеля. Вот уже 6 лет подряд в Государственном концертном зале Пицунского храма проходит благотворительный концерт классической музыки. Кроме того, на площади перед храмом ежегодно организовывается выставка-продажа картин самих подопечных фонда и известных в Абхазии художников. На этот раз свои картины представил Саид Возба. Всего было выставлено 9 работ, из них 4 продали. Наша работа заключалась в расставить картины, встреча гостей, объяснение гостей, почему сегодня собрались и для чего, и продажа этих картин фонду Ашана помощи больным детям. Концерт классической музыки собрал на сцене Пицунского храма народных и заслуженных артистов Абхазии, лауреатов международных конкурсов. Ежегодный концерт классической музыки проходит при поддержке Фонда социально-культурных инициатив. Организатор проекта и учредитель фонда Азамат Багатели отметил, что на протяжении всех 6 лет проект пользуется большим успехом. Его поддерживают и другие организации. Это традиционный проект, потому что все его ожидают. Он проходит в конце летнего сезона. В нашем проекте принимает участие огромное количество юридических лиц уже ежегодно. И они тоже со своих расчетных счетов переводят в фонд Ашана на лечение больных детей. Впервые такой масштабный проект был запущен в 2014 году. За 5 лет фонд провел немало благотворительных мероприятий, собранные средства от которых в полном объеме были переданы в культурно-благотворительный фонд Ашана. В рамках этого проекта собрано уже чуть более 2 миллионов рублей на оплату 12 курсов лечения нашим подопечным. Это довольно-таки хороший результат. В этом году все собранные средства с благотворительного концерта будут направлены на лечение также нашей подопечной
подопечной Леси Гварчели. Предварительная смета составляет 300 тысяч рублей на ее лечение, оперативное лечение в Краснодаре. Мы надеемся, что если даже вся сумма не будет собрана большая часть стоимости лечения. В таком важном и нужном Абхазии деле, как благотворительность, компания «Аквафонд» – бессменный партнер фонда социально-культурных инициатив. Участие в благотворительном концерте стало доброй традицией для компании «Аквафонд». Для нашей компании очень важен данный проект. И сегодняшний концерт – это прекрасная возможность для тяжелобольных детей получить своевременную помощь. Компания «Аквафонд» давно оказывает помощь социально ориентированным проектам, которые направлены на людей, на общество, на благосостояние нашей республики. Уже по сложившейся традиции в концертной программе принимают участие скрипач Михаил Алхазов, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия, оперные певицы Альдона Цкула, Кристина Эшба, тенор Армен Хачатурян, пианистка Астанда Джикерба. Солистка Абхазской государственной филармонии и Республиканского камерного оркестра Нана Черкезия отметила, что каждый раз выходить на сцену с осознанием того, что можешь изменить жизнь ребенка, очень волнительно. 6-й год, 6-й концерт благотворительный, и он прошел сегодня великолепно. У нас был потрясающий зритель, полный зал. Это вообще самая большая для нас радость, потому что мы знаем, для чего мы работали, что, слава Богу, будут собраны средства. Привлечь как можно больше неравнодушных людей и оказать помощь детям, нуждающимся в специализированном и высокотехнологическом лечении – главная цель организаторов данного мероприятия. В этом году благотворительный концерт собрал более 200 тысяч рублей. Все собранные средства пойдут на лечение подопечной фонда Ашана Олеси Кварчелия. Сария Гварацхеля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.